Мене просто в морі тошнить. Так ти укроп? Надо йти його закупити. Мій партнер, мій ворог. Я придумав, я знаю, що я зробив. На какую позицию ты? Вот теперь. Ну вот, написано «скоро». Мой ответ «что?», «зачем?» и «почему?». Я замолкаю. Ребята, рассказывайте про ваш кинопроект. Ну, это первая серия нашего сериала, пилотная, называется он «.0». Называется она «Холодильник». Называется «Холодец». Сериал называется «.0». Почему .0? Потому что нулевая точка — это точка, в которой все заканчивается, начинается что-то по-другому. Жизнь на нуле совершенно отличается. Первое. Пойдем от цели. Я на протяжении всей своей службы вел дневник. И для меня очень было... Я вырос на советских фильмах о войне, нас так воспитывали. И я все ждал, когда же снимут хорошее патриотическое кино, украинское, настоящий украинский фильм. Вы знаешь, вот всегда украинский театр всегда был такой недороссийский, недорусский. И всегда киностудия Довженко всегда была такая... Там, Малоросская. Да, такое все... Как правильно сказать? Не будем обижать людей. Провинциальное. И вот мне хотелось увидеть фильм. Сняли «Киборги», хороший фильм. Хороший. Сняли «Котики», тоже хороший фильм. Есть еще какое-то количество фильмов, но эти фильмы не о войне. Эти фильмы для людей. «Киборги», там поют песни, классно, люди поют песни на войне. Но я не представляю, чтобы кто-то из моих сослуживцев, после того, как кто-то погиб у него в бою, отпустил пленного сепаратиста. Ну, мне сложно это понять, потому что... Но он для восприятия, извини меня, людьми, которые Верно. в войне не были. Так Вообще вот. иностранцы. Там, так. Теперь мы приходим к цели. Когда я перечитывал свои дневники, мне захотелось сделать фильм, в котором будут рассказывать о той войне, которую видел я своими глазами. Я видел ее разную. И во время своей службы, и во время последующих поездок как волонтер. Война — это резиновые тапки и постоянное неудобство. Классные собаки, хорошие люди, обязательно какой-то залетчик, аватар. Это обычная... Вкусная еда. Вкусная еда. Это обычная жизнь. Я ночью на блокпосту жрал шашлыки, смотрел на небо, думал, как такое может быть? Или варил солянку, например. Это совершенно другой мир. И тогда еще ты, когда выезжаешь из зоны боевых действий, ты приходишь сюда, и ты не можешь понять, куда ты попал. И хотелось это показать. Еда-то невкусная. Еда невкусная. И небо-то не такое. И небо не такое. Ну, женщины красивые.